С вами я, Ами Амер, и сегодня у нас в гостях Танзила Дзаурова. Танзила, добрый вечер. Добрый вечер, Сейди Калмасани. Первый вопрос, который сразу же возникает, так как вы занимаетесь коврами, собственно, такое декоративно-прикладное искусство, которое у нас в республике уже подзабыли немножко. С чего началась ваша любовь к этому искусству? Откуда это пошло? Ну, я не знаю еще с каких пор брать. Наверное, все-таки это будет учеба в университете. Второй курс преподает нам историю Ингушетии Далге Штолцев, покойный профессор Акиев Хасолт Алхастович. До этого, ну, для начала скажу, что на ИСТФАК я попала случайно, мечтала стать юристом. И мечтала перевестись сразу после первого курса, потом после второго курса. И вот на втором курсе впервые вижу учебник по истории Ингушетии Крупного, книга «История Ингушетии, средневековая Ингушетия», и преподаватель, который нам преподает, обратил внимание на интересные знаки на башнях, символы. Ну, конечно, у него своя интерпретация была, о чем эти символы говорят, но факт того, что эта загадка еще не разгадана, естественно, для молодых умов это ой-ой, как интересно. Мы прекрасно знаем, давно все материки открыты, все, в принципе, нечего уже открывать. А тут такая задача интересная. И все-таки Хасолт Алхастович сумел нас зацепить. Мы начали выискивать их на башнях, эти знаки, потом пытались расшифровать их. И это было как бы на уровне, так скажем, несерьезного хобби поначалу. Все это немножко забылось на какой-то период, когда мы начали работать там в разных направлениях. Но истории все равно интересовались. История Ингушетии, она стала как бы приоритетной для нас только потому, что очень много неисследованных моментов, неисследованных вопросов. То есть мы понимаем, что там непочатый край работы. Если где-то написано сотни учебников, книг, у даже соседних некоторых народов очень много трудов, то мы понимаем, что очень много вопросов не исследовано в нашем. То есть вопросы наши, которые элементарные, они остаются без ответа, потому что нет трудов. Трудов нет, вы, наверное, знаете, почему. Во-первых, была депортация, да, в ходе которой была потеряна вся материальная культура ингушей полностью, кроме вот башен. Все остальное, даже то, что было в музеях, практически утеряно, потому что, во-первых, маркировки сразу же убрали, поскольку нет ингушского народа, нет, значит, маркировки. И все это отправили и передавали в музей как просто кавказская культура. То есть уже все безымянное. С собой увезти ничего не смогли, разве что редко кто-то в качестве теплого чего-то увозил с собой войлочные ковры, орнаментированные, к счастью, которые потом нам очень понадобились. Ну, в смысле, вернувшиеся ковры, которые случайно повезло им запечатлеться там на фотографиях каких-то уже в постдепортационный период. А вот после депортации был такой период очень сложный у ингушей. Это период реабилитации, сначала экономическая, естественно, потому что заново себе все отстраивали, хозяйство, все такое. То есть не до декоративно-прикладного искусства, даже носители его уже не имели возможности им заниматься. Чтобы люди занимались искусством, они относительно должны стабильно жить. Конечно. И в музеях, естественно, уже практически ничего не осталось. То, что есть, ну, такие небольшие коллекции, они были утеряны потом уже в годы военных кампаний в Чечне. Не успели вывести их оттуда. То есть у нас все свозилось в Грозный, да, поскольку, ну, все предметы археологических раскопок и так далее. Это первый вопрос. Второй вопрос. У нас люди начали, мужчины, ездить на так называемый доугара, то есть по договору на строительные работы. Женщины брали на себя весь груз домашних работ. Очень сложно им приходилось, естественно, дома растить семьи по хозяйству и заниматься декоративно-прикладным искусством наши женщины не могли. Естественно, старшие женщины, которые им владели еще до депортации, они не имели возможности передать их следующему поколению, потому что уже перестали этим заниматься. Но некоторые ковры в семьях хранились, там, как память о том, что о своем приданном там, или о подарке и так далее, которые сделали своими руками. Но после того, как старики начали уходить, 70-е, 80-е, 90-е годы, к сожалению, вместе с ними и вот эти с чудом сохранившиеся предметы декоративно-прикладного искусства, они, ну, не ценились в основном, и их просто уничтожали или они как-то терялись. Мы поняли, что мы опаздываем. То есть мы уже опоздали. Как минимум
как минимум на полвека, чтобы собирать эту информацию. Единственное, что нас спасло, это работа Газимагомеда Даурбекова, первого художника, который в свое время успел зарисовать много орнаментов. Ну и Хаджибекар Ахриев тоже успел. Один из них передал свои работы в Ставропольский музей. Ну, в смысле, его работы оказались в Ставропольском музее. Там кое-что мы нашли. И работы Газимагомеда Даурбекова частью попали в Чечено-ингушский Минкульт, были опубликованы Татаевым и Шибаняц в своем альбоме декоративно-прикладного искусства чеченцев и ингушей, Чечено-Ингушетии, вернее. А большинство рисунков вообще безадресно все это пропало. Вскоре один краевед, любитель, коллекционер случайно наткнулся на барахолке в Москве на скетчбук Газимагомеда Даурбекова. Серьезно? В Москве? Да. В Москве, на блошином рынке. Ну, история такая, которую нам рассказали, о том, что вот эта вот женщина когда-то жила в Акмолинской области, рядом с ингушами. Видимо, она на что-то выменила этот скетчбук, на еду, чашку молока, как это часто бывало в голодные годы. И потом уже по старости стала его продавать на блошином рынке, где его случайно обнаружил Кирихан Ахильков. Вот таким образом этот скетчбук вернулся в республику, стал достоянием нашей научной интеллигенции, ну, вообще людей, культурной части, творческой части, которых интересовал орнамент. И наверняка он не мог себе даже представить, что когда-нибудь по его зарисовкам, которые он делал в 20-е годы, уже в 20-х годах 21 века, 100 лет спустя, люди будут воссоздавать новые войлочные ковры. То есть это станет каким-то толчком. И эти орнаменты снова заживут своей жизнью. Он не мог себе этого представить, я уверена. Поэтому всегда, каждый раз, когда дело касается того, что вот мы что-то делаем, это не находит там что-то, да, понимают люди, а какие-то наши действия, наши проекты, наши команды не находят какого-то отклика в обществе. То есть люди еще не понимают, к чему мы это делаем, зачем мы это делаем. А мы, ввиду того, что как-то узко изучили эту тему, мы уже знаем, да, к чему это все приведет. Я тут же вспоминаю его работу, ведь если бы он тогда тоже... Вот люди не понимали, да, зачем он это зарисовывает. Много было войлочных ковров вокруг, они были почти что в каждом доме, и ни один там... Ну тогда, наверное, не казалось, что там будет война или будет там депортация. Наверное, казалось, что это будет всегда, как бы, и зачем рисовать? Конечно. И я вспоминаю, что Газимагомед, он, даже если вы и не понимали, работал не зря. Это пригодилось 100 лет спустя. И думаю, может быть, то, что мы делаем, тоже пригодится 100 лет спустя. Конечно, это в любом случае. И это нам дает стимул работать на общественных началах, без всяких там каких-то этих, иногда часто вот не имея каких-то либо средств, да, на какие-то там мизерные средства пытаемся, изворачиваемся, потом думаем, на себя злимся. Мы убиваем свое время, мы убиваем свои ресурсы, силы, молодость, и на что вроде бы, да, кому это нужно, а потом я вспоминаю опыт этих людей, когда после их смерти это все пригодилось, и думаю, значит, когда-нибудь все это пригодится. Это наши усилия, да, не останутся так просто. Вот никому, может быть, о нас тоже кто-нибудь на какой-нибудь передаче вспомнит. Общество Дзурдзуки. Мне всегда было интересно, как вообще так получилось, что вы создали такое вот общество? Сколько вас было? Откуда вот эта мысль вообще возникла в голове? Ну, вы знаете, когда... Я уже упомянула о том, что очень много было нерассмотренных вопросов, и, естественно, ученых у нас очень мало, особенно у нас мало молодых ученых. И мы понимали, что вот какой-то вот ушел, да, Дахильгов, еще другие наши ученые уходят, Акиев, Хасутов, ну, все они уходят, и образуется какой-то вакуум. Мы видим, что он не заполняется, молодых ученых нет, а вопросов куча. И мы знаем, что вот этот момент упущенный, его уже никогда не наверстать, потому что последние старики уходят, последние какие-то возможности уходят. Ну да, какие-то возможности приходят, да, в науке, но есть те, которые невозможно уже восстановить. Но если бы в свое время наши фольклористы не занимались после депортации сбором фольклора, сегодня мы бы с вами никогда в жизни этих мотивов фольклорных не восстановили, потому что они в свое время успели записать стариков, которые пережили депортацию. И мы понимали, что у нас, ну, вот этим именно никто на данный момент на общественных началах не занимается. А ресурсов для того, чтобы заниматься этим ни людских, ни финансовых у официальных учреждений нет. В какой-то момент мы понимали, что очень многое упущено,
А сегодня что у нас было? У нас была сила, энергия и кое-какие возможности, да, пусть не финансовые, но, по крайней мере, организационные. У нас были люди, которые готовы нас поддержать, именно общественность нас очень сильно поддерживала. Люди откликались на любую нашу просьбу всегда. Мы это поняли. То есть нам эту возможность дали соцсети. Вот всегда, когда ругают соцсети, я всегда думаю, что нет, они, во-первых, они дают право самореализоваться любому, независимо от официальных структур, там какой-то курса, ракурса. То есть они могут быть непризнаваемыми официальным Минкультом, но они могут на своей площадке себя реализовать, показать. Такая свобода слова. То есть, да, это есть возможность для такого раскрытия потенциала каждого человека. Он не гасится, у него всегда своя аудитория, он имеет возможность высказаться. Это очень замечательная площадка для творческих людей. У нас были сначала экспедиции с 2013 года. Мы собирали петроглифы, каменные рисунки, наскальные рисунки и так далее. Все это фиксировали, потому что мы знали, что пока этим никто так мощно не занимался, а башни, они стоять всю жизнь не будут, тоже они разрушаются все время, и мы это все можем потерять. Уже утеряли огромное количество материала. Начали все фиксировать, потом... Естественно, все шло к публикации в итоге. Публикации, но мы прекрасно понимали, что денег у нас на издание нет. А издание должно быть, естественно, цветным, там все такое. А если мы публикуем петроглифы, орнаменты, это должно быть красочно, красиво. Это большое. Мы даже не представляли себе, где мы сможем достать эти деньги, но мы уже писали. В общем, да, мы писали, мы работали над этим. И в итоге получилось так, что кто-то нам подсказал. Я не буду озвучивать, она не любит, когда я ее фамилию называю. Теперь она тоже в нашей команде. Почему бы не подать заявку на грант? И мы, конечно, в это дело так особо не верили. Это по нацпроектам вот это? Нет, фонд президентских грантов. Есть еще. Да, фонд президентских грантов. И мы написали заявку с помощью этого человека. Написали заявку и неожиданно для себя, в общем, выиграли грант. И для нас тогда космические суммы, потому что у нас, у людей, которые вот просто так где-то вот могли какой-то там, поработали, 700 рублей заработали, быстро залили бензин, поехали в горы там. В общем, мы жили вот так вот много лет, и тут уже получается у нас и поддержка есть, мы можем купить все оборудование, не просить его каждый раз, кто-нибудь может нам одолжить дальномер там, или же кто-нибудь может нам одолжить GPS-навигатор, буквально на одну экспедицию. Впервые не вы отдаете все, да. А вам еще что-то хотя бы чем-то помогли. То есть мы уже имели возможность купить самый крутой навигатор, самый крутой дальномер, самую крутую технику. В общем, мы это все, и для нас это было таким вершиной блаженства, потому что мы приобрели и экспедиционную технику, и фототехнику, видеотехнику, в общем, самое-самое лучшее, что можно было представить, в общем. И получилось так, что уже вот этими, так скажем, помощью друзей, каждый раз просить друзей помочь что-либо приобрести, и, в принципе, уже не нужно было, мы сами все, что надо, взяли, и начали активно, вот весь этот год мы очень активно ездили на экспедиции, активно собирали петроглифы, потому что уже в грант была заложена сумма на издание книги. И выпустили все-таки мы книгу первую. В каком году? 2019 год. Совсем недавно, получается. Да, мы выпустили первый вообще труд в истории ингушей по орнаменту, пока единственный, но хотелось бы, конечно, чтобы их было больше. В момент работы над книгой мы написали еще одну заявку по возрождению войлочных ковров. То есть предполагалось, что соберутся мастера и будем их обучать. У нас вообще только 2 мастера было по изготовлению войлочных ковров в республике. Естественно, они делают только штучные вещи. Хотелось так, чтобы этот когда-то национальный вид декоративного прикладного искусства стал снова национальным. Но для этого надо было обучить массово. Да. Как это сделать? Это очень сложно, конечно, сделать без финансовых ресурсов. Мы подали заявку, и так получилось, что только завершился, вот на той неделе завершился наш проект выпуском книги, мы выиграли новый грант на это, да. Тоже не могли поверить своему счастью. В общем, открыли школу валяния в Дзурзуке и набрали туда мастеров. Потом, на первой у нас заявок было не так много, но необходимо 15 человек
сначала это, только 15. В смысле, это чтобы обучать 15 Да, человек? нет, чтобы обучаться. Или чтобы обучаться у них 15 Да. человек? А, я поняла. То есть мы мастеров приглашаем для обучения этих мастеров валяния. Так получилось, что у нас обучались не только традиционному валянию, но и каким-то интересным новым техникам, потому что валяние все-таки оно вид декоративно-прикладного искусства, которое развивается постоянно. То есть сейчас что только не валяют, и это потрясающие вещи, произведения искусства. Поэтому наша задача, цель была не только возродить само войлочное искусство ингушей, но в том числе и научить валять по новым современным технологиям, для того, чтобы эти валяльщицы могли потом себя реализовать. Именно вот, то есть не угасло это все на них, они могли себя, то есть продавать свои изделия, да, продавать свои изделия, могли на этом зарабатывать. Мы понимали, что если если зарабатывать не будут мастера на своем деле, ну там сколько они этих ковров сделают, на подарок всем своим домашним сделают, себе, ну, интерес пропадает, конечно. На этом, конечно, все. Там иногда при творческом каком-то вдохновении может что-то создать, и все. А нам важно было, чтобы все-таки они стали визитной карточкой республики. Угу. То есть войлочные ковры, как и в прошлые столетия, характеризовали вот Ингушетии, что можно приобрести? Красивый войлочный ковер орнаментированный. Да, для нас это вот такая цель была, так скажем. И обучили 15 мастеров на первом курсе, ну плюс еще потом пришли 19 мастеров, мы выпустили на первом курсе, но на второй курс заявки просто посыпались только так, потому что они уже видели какой-то результат, но это волшебство на самом деле, валяние это волшебство. Конечно. И я, которая не планировала валять, я просто вот решила организовать этот курс, да, я вроде бы исследователь, который занимается поиском орнаментов, и меня как бы это декоративно-прикладное искусство как бы должно было, по идее, обойти стороной. Я просто обучаю, организую курс, обучаю мастеров, выпускаю этих мастеров, и все, на этом моя миссия закончена. Но я когда вместе с ними стала валять, я поняла, что во мне проснулись мои прапрабабки, которые этим занимались. То есть эта шерсть, знакомство с ней, оно не было знакомством, она была мне знакома, эта шерсть. То есть и эта работа мне знакома была. Видимо, это какая-то генетика во мне. И не только во мне. Все заметили это. Это действительно физически очень тяжелый труд. Он давал массу положительных эмоций, и все в него вцепились когтями и зубами. Если я боялась, что они оставят это дело после курсов, то тут, когда я увидела этот восторг от занятия этим ремеслом, я поняла, что они не оставят уже никогда. И я тоже в том числе. Ну, в общем, это было для меня очень радостно, когда на выпускной они принесли вместо вот полагающегося одного ковра, да, для получения сертификата, они принесли по 2, по 3 ковра, при том, что время было очень сильно ограничено. Я поняла, что все-таки это все, и не только не зря, что это не только наша заслуга, что это, короче, все по воле Всевышнего на самом деле случилось. Это должно было случиться, просто где-то я стала причиной, где-то наша команда стала причиной. И вот все это вот так вот закрутилось, завертелось. По результатам 2 курсов, то есть обучение мастеров 2 курсов, мы создали ассоциацию мастеров войлочного ковроделия «Истинг» в республике. Вот представьте, год назад занимались 2 человека, а сейчас уже существует ассоциация мастеров. Да. И вот какой-то результат в течение года. И я прекрасно понимаю, что просто одними нашими заслугами это, в принципе, такие вещи невозможны, когда вот так все возрождается, как все выстреливает на самом деле, не на 100%, ты ожидал 50%, 100% это, да, мечта, а тут уже на 200% все это выстреливает. Что у вас в планах сейчас самое важное для вас? Первое, что мы собираемся сделать и непременно сделаем, это мы создадим музей камня. Мы очень много собрали экспонатов, ну, в том числе в нем и этнографический такой музей, интересный музей хотим воссоздать. Музей камня будет включать в себя все виды камней, каменных пород, дикого камня, а также предметы, орудия труда, которые были созданы человеком из камня. Вообще камень многое может рассказать. У нас они есть
потрясающие, уникальные экземпляры, а музея камня в регионе нет на самом деле. А этнографический музей, у нас, конечно, есть этнографический, краеведческий музей с этнографической композицией, и в ИЗО тоже стоит, но мы хотели бы создать его отдельной композицией, то есть заходите в комнату, да, этнография начала 20 века, там все предметы начала 20 века, потом вы заходите в комнату 50-х годов, заходите в 70-е годы, 80-е, ну и в 90-е годы, когда вы были вот маленькие, вы зашли и видите все, начиная от календарей, заканчивая занавесками, там, ковром и так далее. Вот представьте, вот воссоздать эти комнаты в каждой эпохе, это будет очень замечательно, мне кажется. Это здорово, да. И будет просто туда даже будут ходить те, кто помнит свои детские воспоминания 70-х, 80-х годов, просто приходить в эту атмосферу, погрузиться, чтобы вот в свое детство. Я желаю вам удачи. Спасибо. Спасибо, что к нам пришли. Адикал.